What? Эти хейтеры у меня появились очень много. Проеду по улице, неважно где, подходит к ним человек, плюет мне в лицо. 3 мужика и я. Я не принцесса, я не родилась в каком-то сказочном замке. У него был туалет, а у нас был песок и яма. Просто лайфхак Надежды Ангарской. Я была готова реально умереть. У меня был один момент, который я хочу забыть. Просто я когда увидела, я начала плакать. Я попала в ад, жара. Боже, они все такие классные. Что ты здесь делаешь? Мечты должны сбываться. Иначе зачем мечтать? Ну, Надя, привет. Очень приятно, что ты согласилась прийти к нам сюда. Конечно, мне столько заплатили, конечно, чтобы мне не соглашаться еще. Ну, с ума сошли. Вообще. А можно говорить, сколько вы заплатили? Я шучу, ребят. Никто мне не платил ничего. Ну, смотри, сейчас самая главная тема, да, которую все обсуждают, это, конечно же, коронавирус, это самоизоляция. И для артистов, особенно сейчас, такие непростые времена. Вот что происходит в твоей жизни во время этого простоя, такого вынужденного? Ну, что происходит? Во-первых, сон нормализовался. Это очень приятно, что я сплю по 9-10 часов в день. А во-вторых, что? Можно с ребенком ходить гулять, благо лето, да? Пошел в парк погулял, такие места интересные узнаешь для себя. Даже в соседнем дворе бывало не бывал, а ты там уже побывал за коронавирус. Вот. Поняли, что в масках мы можем дышать очень долго, поэтому, наверное, под водой тоже сможем задерживать дыхание. Что еще понятно? Что... Не зря нас на карантин закрывали в школе в Якутии, когда гриппом все болели, тоже дома сидели, тоже, знаете, такая тренировочка была. Ну и, конечно, понимаешь, что как мало для счастья надо, да, человеку. Бери любимую игрушку, а потом верни ее обратно. И ты понимаешь, что жизнь-то, она состоит из мелочей, которые вот мы даже не ценим эти радости, которые у нас есть. После последнего героя, конечно, я начала многое ценить вообще, в принципе, по-другому. Но вот то мирское, я же не думала, что так случится. И я 3 недели только в этом году, реально 3 недели я жила обычной жизнью, обычной Надежды Ангарской. Ну, вот, того человека, который в камеди. Все остальное время я была в каких-то жестких условиях, в рамках и во всем остальном. Теперь, когда у нас открыли веранды, ты выходишь на улицу, такой сидишь и пьешь кофе, да? И кажется, все, ты просто королева Британии, все классно, вообще все вернулось на свои круги. С одной стороны. С другой стороны, за границу страшно лететь. Да и не на что, ну честно, давайте говорить. Да, одна, потому что не полечу, а с семьей уже накладно. Вот. И мы должны были лететь 15 июня в отпуск на Кипр. Первый раз в жизни я вообще такое далекое путешествие всей семьей, с мамой, с ребенком, с сестрой, с племянницей. Забронировали там дом. Ну как дом, такой маленькая вилла. Купила билеты за 8 месяцев. Накопила денег, чтобы с собой было, и все. И вот на эти деньги вот только кредиты закрыла и как бы и живем дальше. Потому что, конечно, это печально, это коснулось всех и каждого. Может быть, только мою сестру не коснулось, она работает в тепловодоканале. Вот. Я говорю: Саша, ты у нас единственный, кто работаешь, ты понимаешь, это единственный, кто вообще хочет на работу. Вот. Мы все сидели дома. И понимаешь, как ценна работа учителей. То есть о врачах даже здесь разговора быть не может. Это первостепенная вообще, да, сейчас профессия, специалисты, которые востребованы, все, что с этим связано. Но учителя, которые детей наших воспитывают в школе и в саду, педагоги там, да, и ты понимаешь, что, боже, какой-то труд с ними сидеть, заниматься, учить, чтобы они запомнили там. И это же постоянно, ты постоянно в этом. И понимаешь, что у тебя меньше стало свободного времени. Ну, только вот сон. Здоровый сон, нормальный, крепкий, здоровый сон. Да. Ну а вот коллеги как твои, и ты сама, да, то есть концертов нет, я так понимаю, съемки тоже прекращены. И вот что делают творческие люди сейчас? Ох, у меня есть марафон. Мы начали с того, что... Ну, я начала с того, что я очень начала худеть в начале этого года. Вообще моя жизнь — это такая... Я отрабатываю, видать, свою какую-то карму. Я должна похудеть. То есть, если ты меня помнишь еще в школе, там, в КВН, в студенческие годы, да, я была очень большая женщина. Сейчас я держу себя. Я вообще никогда не скрываю цифры, потому что кто-то говорит: я никогда... Эта цифра там уйдет со мной, я никому не расскажу. Я горжусь тем, что я держу вес меньше 100 килограмм, и это моя гордость. Потому что когда-то я была 136, и это не была моей гордостью, понимаешь, это было, ну, как бы, это было странно. Я не за бодипозитив в том смысле, в котором его нам преподносят. Поэтому в апреле месяце, когда я уже 8 марта у нас был крайний концерт в Питере, и все.
И вот наша концертная деятельность подошла к концу. Мы уехали на дачу, изолировались, да, я там прожила апрель месяц, большую часть мая, то есть вот 2 месяца, наверное, на даче в Владимирской области. И что мы делали весь апрель? Мы сорвались с цепи вообще, и просто я готовила еду, мы ели, и каждый раз мы говорили: а что мы завтра будем есть? А давай сырников сделаем, а давай пирожки пожарим на костре. Слушай, давно мы баранину не ели. И вот просто такие были мысли. И потом, когда уже деньги начали подходить, ну, как бы к своему логическому завершению, ты понимаешь, что, боже, ты столько и вообще не проедал, да тебе бы на 2 месяца минимум хватило бы прожить. Я говорю: слушайте, ну как-то уже не смешно. И вот я никогда не была в онлайне, и для меня это человек как прошлого века. Очень непонятен ТикТок, и для меня вот онлайн-жизнь, она какая-то была, ну вот, не для меня, я так не могу. А итог какой? Я уже вот с 29 июня стартует мой 3-й марафон. Мы сначала назвались «Антижор с Ангарской», потому я понимала, что в России я такая не одна. Сидим и просто ничего не делаем. Ты даже 10 000 шагов не находишь, если ты живешь в двушке. Ну это просто так ходить, да? Все, у тебя там будет колея просто в квартире, ты будешь ходить из угла в угол. Вот, ну, как минимум можно сойти с ума. В общем, пришла идея с моим тренером, с которым я уже занимаюсь 2 года, уже 3-й год пошел. Вот, давай устроим марафон. Тренировки с Ангарской. То есть вот человек включает и говорю, это самое главное, что философия моя такова. Конечно, диета, безусловно, да, но меня очень не мотивирует, меня очень не дает мне выйти вот с этой грани правильной моей жизненной позиции, может быть, да, в плане здорового тела, здоровый дух. Вот. 3 раза в неделю тренировки, как минимум. У меня бывает и 4, и 5 тренировок в неделю, потому что я включаю на запись. У меня в аккаунте сохраняются эти тренировки. И вот любой человек либо тренируется онлайн со мной, мы говорим, что завтра по Москве в 10, завтра, там, послезавтра по Москве в 11, и они вот сидят с нами в аккаунте, в прямом эфире тренируются. И я тренеру говорю: дорогой, единственное, что меня сейчас успокаивает, что я такая не одна, и еще кому-то так же тяжело. Потому что с каждым разом, с каждым месяцем, там, мы уже с ним уже 3-й год, он дается тяжелее, то есть более функциональные тренировки, без которых, кстати, я им тоже говорю об этом, если бы я не занималась спортом вот эти 2 года перед последним героем, вряд ли бы я вообще на горку в последнем испытании залезла, и бы просто там упала бы в воду и утонула, и меня бы вытаскивали, вот и финал, все. Надя, прыгай! Надя в воде! И собирал бы Игорь Жук там 3 часа, не знаю, все, что мог, просто сидеть, ничего не делать, отдохнуть, собрать, меня потом откачивали где-нибудь. Поэтому без тренировок, ну, по себе знаю, но это тяжко. Поэтому я вот в эту пандемию поняла, что нет, ребята, должна быть система. Как у кого-то, знаешь, собаку заводят люди, чтобы утром вставать, идти ее выгуливать, да, о ком-то заботиться, и что ты хочешь, не хочешь, ты станешь и пойдешь и будешь делать. Так же и спорт. И мы решили, что это будет хочешь, не хочешь. Ищи в себе силы, выходи в прямой эфир и занимайся. Но я за физические нагрузки, потому что мы в 21 веке привыкли, что у нас все рядом, машина рядом, тут автобус, чтобы поближе к остановке квартира, чтобы на работе не ходить. И вот от этого все начинается, от этого вот рост не туда. Поэтому нужна система, нужна мотивация, по-любому нужна мотивация. Я так много узнала вообще о своем организме за последние 2 года, ну, начиная, может быть, даже с родов. Даже, может, ну, вот самое большое, что в чем я разбираюсь, это вот 2 года я в себе разбираюсь, что во мне не так. Я хочу прожить долгую жизнь, я хочу увидеть своих внуков хотя бы, я не говорю о правнуках, да, то есть я ребенка родила в 32, и я еще хочу родить. И для меня это самый главный постулат, который вообще в голове сидит. У тебя есть ребенок, никто его не воспитает, кроме тебя, и никто ему не даст то, что можешь дать ты. Поэтому хотя бы ради детей, вот большие тучные люди, они, конечно, их можно называть пышками, ватрушками, красивой оболочкой, но за этим, за всем у меня есть очень красивые девочки в большом теле. Безумно красивые, и правда, это правда. Но они тоже задумываются, что с сердцем, с суставами, с почками, с печенью. Печень – это вообще такое ожирение печени, это очень страшно. То есть это все, за этим надо следить. Сосуды, за этим давление идет, сахарный диабет, Господи помилуй, столько. А просто ожирение, один диагноз, ожирение, несет за собой просто такой букет. Поэтому и, как он называется, наш иммунитет страдает, все страдает. А вот слушай, в Comedy Woman, да, перескочим так резко, не было у тебя прописано, например, в контракте там, что, или у других девочек, что, вот, например, вас же брали за определенные типажи,
Что там ты должна, может быть, весить не меньше, там сколько-то. Такого не было? Нет, такого не было. Единственное, есть такие, может быть, уже не помню, да, этот договор, следить за собой. Вот каждый продюсер хочет, чтобы его подопечный, если можно так назвать, да, либо его артист выглядел достойно. И как бы за этим надо следить. Ну, начиная пятками и заканчивая макушкой там, головы. Вот. И я считаю, что за 10 лет в Comedy Woman я очень сильно изменилась. Начиная с того, что у меня волосы были вот такие, да, ежиком. Вот. Ну и, да, вес – это самое большое, что было в моей жизни, которое меня очень удручало. И хотя никогда не комплексовала. Вот в этом тоже есть какой-то, да, интересный смысл. А что сейчас с комедией вообще? С комедией, может быть, коронавирус повлиял, может быть, ситуация в мире, может быть, обстановка в коллективе. Я не знаю, но пока что у нас нет съемок, и когда они будут, мы не знаем. У нас должен был быть большой тур, то есть у нас же все было расписано: Америка, Канада, Испания, по России, Дальний Восток. У нас был даже обсуждался концерт в Якутске, но у нас все это закрылось резко. Все. Пока что в моем расписании Comedy Woman съемок не стоит. Все-таки это 10 лет твоей жизни, да? И ты помнишь, когда тебе в первый раз сказали, что вот, Надя, приезжай в Москву, ты будешь сниматься в Comedy Woman? Я скажу так, мы вообще люди маленьких городов очень привязаны к своим местам, где мы родились. Вот если человек родился в Москве, она такая огромная, как, я не знаю, как, даже больше, наверное, чем Нюрнбергинская, Московская область. Больше, чем Нюрнбергинский Улусный, да, Нюрбинский Улусный. Нюрбинский есть у нас Улусный? Да, есть. Вот, ну, как бы, это, в моем представлении. И ты очень тяжело оттуда выходишь. Это такие длинные корни, что тебе тяжело оттуда уйти. Мне, когда позвонили первый раз, мы вышли в высшую лигу, только слетали там на Юрмальский фестиваль, или даже еще не были на нем. Это был май месяц 2009 года. Я гуляла со своей собакой в тайге. У нас же тайга там везде же. Ну? Вышел через дорогу уже в тайге, все, пошел бурундуков искать, белочек, птичек. Вот. Эти еще же мои любимые, эти стригуны. Вот эти. Волосогрызки. Да. Вот. И мне позвонила Наталья Андреевна. Я знала, что существует такой проект. Я даже не мечтала об этом, честно. Мне предлагали какие-то вокальные, сольные проекты. Я об этом мечтала, но я не могла согласиться, потому что я понимала, что с КВН придется распрощаться. И я отказалась 2 раза в своей жизни, я отказалась от проектов, которые мне предлагали, певческие. Жалеешь? Нет. И вот в мае месяце в 2009 году мне Наталья Андреевна позвонила, но так как так сложилось, что мы из разных поколений, да, КВНовских, я с ней лично не была знакома. Я, конечно, была в шоке вообще. И так как я не смотрела телевизор, у меня не было такого вау-эффекта. Я знала, что есть. Я не смотрела телевизор по одной причине, я вечно работала. Я в 8 была на работе, девочки там показывали их в 8 или в 10 вечера. Ну вот, да, выходили они. Ну и, в принципе, мне было легко отказаться тогда. Я сказала, что я еще годик в КВН поиграю. Вот, ну сказала, окей. И как ни странно, через год она мне позвонила. И вот тогда меня вышибло вообще, потому что я думала, мне никто не позвонит, они уже все забыли. Вот. И когда она мне позвонила, я, конечно, немножко опешила. У меня даже... И тогда я уже знала, что такое Comedy Woman. Тогда уже это все звучало так пафосно и громко, что это такой юмористический проект, что об этом вообще многие мечтают туда попасть, хотя бы там в эпизод. И тут меня зовут петь. Ты же, меня зовут петь туда. Да это просто. Конечно, я авантюрный человек. Я уже была согласна на 100% туда, но я сказала, говорю, да, я согласна, мне сейчас еще надо там что-то. У меня был концерт в Нерюнгре, и я понимала, что я вот делаю эти концерты свои сольные. Мы начинали там с полузала. Там, да какая 1/5 зала пришла. Потом через 2 года пришел там ползала, потом зал. И вот в мае месяце, когда я делала этот концерт, мы собрали 3 зала. И один был благотворительный концерт тогда. И это было, конечно, такое уже достижение. Я думаю, а что будет дальше? Что, 4 зала собирать? Ну, уже как бы к чему идти, к чему-то расти надо, да? Всегда к чему-то тянуться. И я сказала своей команде, что я соглашаюсь идти в Comedy. Мне сказали, что ты же знаешь, что КВН тогда, его не будет в твоей жизни, потому что Амик
на тот момент не разрешал, не знаю по каким причинам, хотя догадываюсь, участвовать в 2 телевизионных проектах. То есть это как бы проект АМИК, это Первый канал, да, а здесь ТНТ, это совершенно разные там 2 организации. Короче, все эти заморочки для меня были так далеки, я просто вдруг поняла, что, наверное, стоит на что-то соглашаться, и это будет больной процесс, это революция, она всегда происходит с кровью и болью. Я сказала, меня до последнего отговаривали, поезд был Рига-Москва, мы ехали ночь, и меня вот всю эту ночь меня таскали по всем купе, со мной все разговаривали. Ты что делаешь? Нет, мы тебя там отправим на новую А вы тогда волну, еще играли? ты поедешь. То есть Да, вы вышли... мы шли в сезон, мы прошли до 1/4, были глобальные, конечно, планы пойти дальше. Мечты, не планы, мечты. Вот, и мы тогда взяли «Птицу», первую нашу якутскую, вот, и на этом все. Но когда уже был фестиваль в Сочи, это был уже 2011 год, я не поехала, потому что у меня просто не было денег добраться до Сочи. А жизнь артиста в Москве, она не такая сказочная, как могут себе представлять люди. И когда вот эти хейтеры, обожаю их, пишут, да мне и так, там, бабла и что-то еще. Просто человек не знает моей судьбы, не знает испытаний тех, которые мы проходим. Я не говорю только про себя, я говорю про всех артистов. У всех были хорошие времена и плохие, кто-то их не показывает, кто-то говорит в открытую. Вот. Но, как правило, все молчат. Был очень тяжелый момент, 9 месяцев без работы. Когда я привыкла в Нерюнгри, у меня было 2 работы, у меня был кружок, у меня был ресторан, еще у нас там какие-то корпоративы. То есть, я нормально зарабатывала, вообще купила себе квартиру, целиком ее обставила и уехала. Вот что я сделала в Нерюнгри. Теперь, когда приезжаю туда, я всегда хожу, смотрю в окна этой квартиры. Это моя первая квартира, сама купила и продала. Молодец. Вот. Смотрю, где я жила на Мира 7, квартира 24 в Нерюнгри. Школу свою смотрю. И вот и самое сложное это было уехать. Ты понимаешь, что ты туда не вернешься жить. То есть для меня это было вообще, я плакала, сидела. Я позвонила Женьке Бороденко. Я сижу, не могу, 16 этаж, 2 окна открыты, все в дыму, горит этот торфяник, это просто ад. Я попала в ад, жара. Я ему говорю, Женя, что это? Он говорит, так, вытерла сопли, собралась, пошла, все, ты меняешь свою жизнь, ты идешь на репетицию. Comedy Woman, ты дура, что ли, совсем? То есть он меня прям... Я пошла. Все, я так шла на репетицию. Сейчас для многих это будет откровение. Я пришла, когда и смотрела на них, думаю, боже, они все такие классные, что ты здесь делаешь? Ко мне Скукина подошла, говорит, пойдем обедать там вместе. Говорю, не-не-не. Спустя полгода я с ней с Катькой жила, потом 2 года мы с ней прожили. Она мне говорит, я, на твоем месте бы пошла, конечно. Что за прикол был? Я говорю, я не знаю, у меня было все, как вот, знаешь, там выходит Батрудинов. Здорово! Ты Надя, там здорово, значит, там, а это Батрудинов. Привет. А вы... Вот так я с ним разговаривала. Потом уже как-то привыкла там всем тыкать и как-то более-менее адаптировалась. Но начало было тяжелое, очень тяжелое. Вот знаешь, как вот, не знаю, часовой механизм, который не промазали и вообще не крутится. Очень сложно идет. Вот так у меня было. Я себе так представляю. Тяжелое было. Слушай, мне вот всегда интересно было технически, как это делается. Это полноценный концерт, да, вот Comedy Woman, или все-таки есть какие-то перерывы? Зрители, они вот сидят и ждут, пока поменяют декорации, да, там, или это снимается в разные дни? Вот расскажешь? У нас первые, вот я же скажу про первые съемки свои, адские совершенно, и про крайние, которые были. А крайние съемки мы снимали в театре Бабкиной Надежды, и это был концертный зал, это был концерт. То есть люди сидят в зале, и нет никаких стопов и заминок. Очень редко есть стопы, очень редко, но в основном это идет как концерт. То есть, там понятно, что надо менять какие-то декорации, особенно когда ты снимаешь танец и сразу номер, да, так не будет, там будет какая-то заминка, выходит Наташа, говорит, либо Саша. В принципе, вот и съемки-то шли быстро, типа концерта, 2 часа. То есть заранее люди приходили, 1,5-2 часа съемок, они уходили. Первые съемки, это был ад. Мы снимали в павильоне, жара
Это просто было пекло. Все бежит, все течет, стоп через каждую минуту, потому что все мокрые, всех промокните, всем это. Вот такой слой косметики уже, у тебя просто все бежит с тебя. Вот это было, да, это было тяжко. И да, были стопы, и снимали стопы, то есть можно было снимать, потом мы снимали утром танцы, много-много дублей с песнями, выходами. Я еще пела вживую, это было тоже ужасно, это было тяжело прям очень. А потом снимаем, то есть выход со зрителями, и все, и пошли дальше там. Номер могли остановиться в номере, ну как бы было так. Сейчас уже концерт уже должны не то, что там наизусть от зубов отлетать, ну то есть немножко другой уровень. Ну, за 10 лет как прошло, да? Можно было стопиться и каждую фразу там чуть тебе не говорили. Но нет, конечно, такого не было. А здесь уже все идет ровно, концерт. Ну а записывается как? То есть пулом передач? Пулом передач 8. Может записаться 6-8, например, 4 в один день, 4 в другой день, между ними перерыв. На производство одной передачи сколько получается времени для репетиции, например, и съемок, да, вот? Уже я не буду врать, но, например, осенью, по-моему, снимали 8 передач, то есть одним пулом, 4 передачи в один день, потом репетиция на сцене, 4 передачи еще в один день. Итого на сцене провели 4 дня, и досъемочный процесс репетиционный 3 недели в офисе, в репетиционном. Ну, это на 2 месяца сразу получается, да? Это не на 2 месяца, 2 месяца закрывалось. Но надо было снимать чаще, у нас как-то так пошло на убыль с передачами, поэтому... поэтому так. Можешь вспомнить самые смешные, может быть, моменты какие-то там? У меня был один момент, который я хочу забыть, наверное, это было чувство, которого я ни разу в жизни не испытывала. Мы теперь со смехом это вспоминаем, но это было ужасно. Номер, в котором у меня была одна фраза, наверное. Я даже не помню, я выходила, говорила: к вам там Владлена Никитична, к вам еще одна соска идет. И вот все. Вот у меня такая фраза была. Я была в образе охранника Black Star, только у нас был, по-моему, Brown Star, что-то такое. И у меня была борода приклеенная, усы, кепка, то есть черные штаны, черные вот это вот худи, ну там толстовка, да, с капюшоном. Какие-то, по-моему, даже часы, черные кроссы. То есть я вот такая была. В обмундировании вся, с бородой, с усами. Значит, мы снимаем этот номер, что-то пошло не так, типа, ну, и бывает так часто, что, типа, переснимем его во второй день, в 3-м моторе, нам говорят, или там в 4-м моторе, а 4-й мотор это уже крайний, все, уже там 12 ночи или час ночи это будет. Все таки, ну окей, мне переделывают грим, потому что не понравилось, как я выглядела, мне делают прям настоящую бороду, прям усы, все такое, все, я переодеваюсь, значит, и у меня был в этом номере, я выходила, вот говорила одну фразу, все. И в конце я выходила стримером, и типа Катя Варнави, типа я ее сейчас буду брить. Вот это моя была роль в номере. И, значит, ну вот первый номер мы отсняли, что-то не пошло. И уже, значит, крайний день съемок, предпоследний номер или даже последним номером мы снимали. Все устали безумно. Ко мне Ангар сказал: ты такая молодец на съемках в этот раз. Типа вообще, говорит, одна из самых стабильных. То есть я там ни слова не забывала, все там четко. Ну, значит, я выхожу, все, этот перегрим, этот получасовой, понимаешь, я выхожу на сцену, стою, типа охрана, выходит это, там, к вам еще одна соска, она говорит: да, что-то поняла, все, я ухожу, и ухожу так вот со сцены, и просто ухожу. А я просто ухожу, снимаю звук, захожу в гримерку, а все такие заполошены, уже собирают вещи, ко мне побегают, переодеваемся, я такая стою, на них смотрю, да. Они меня раздевают, мне снимают грим, все, я целиком переодеваюсь, сажусь на стул и слышу фразу, после которой я должна выходить. И я просто не знаю, что делать. Я была готова реально умереть. Вот здесь сидит зал людей, 1000 человек. Сидит креативный продюсер ТНТ, все наши, группа съемочная, там 100 человек. И просто все. И на меня такие смотрят, говорят: а ты не должна быть сейчас на сцене? Я говорю: должна. И жду, и пауза. И дальше что-то номер пошел, ну типа, и все таки заходят на меня, смотрят, и я сижу сама. Вот такие шары у меня были, знаешь, прям, это непередаваемое ощущение. Но мы потом начали ржать, что да пошло оно все нафиг, номер не смешной, все, я не буду в нем участвовать, сама и ушла. Ну как бы начали все обыгрывать эту ситуацию, но это ужасно.
у меня такое было первый раз, и это ужасно. После этого у меня начался какой-то комплекс. Я стояла на сцене, там в спектакле, у нас такая спектакль положение, то есть где все ходят постоянно там куда-то из двери в дверь, то есть не забыть, куда, в какую дверь ты уходишь, не забыть сумку забрать, от этого многое зависит, бутылку на место поставить, это много. Я начала загоняться, правильно я сделала, я сейчас вышла, отец Лайва, я говорю, а сейчас я пойду, а я не забыла ничего сказать, я точно все... Все, у меня поехала крыша. Но это был самый смешной момент. Вот в моей жизни это был просто трэш. А еще мы ржали, когда-то у нас был момент, чтобы в париках мы работали, ну, типа создать какие-то нам образы. И мы все ржали, что подует ветер, снесет парик, а ты лысый, там, ну, там же прижимается твой волос. Ну, как бы не дошло до такого. А вот таких вот... ну, я была такая не одна. Девчонки тоже забывали на концертах выйти на сцену. То есть в самом начале еще без меня даже рассказывали мне. А вот такой, конечно, это и смешно, и нелепо, и грустно, и печально, и страшно. Потому что это просто провал. Говорю, надеюсь, что это самый большой провал в моей жизни. Все, такого больше не будет. Ужас, просто не выйти. А импровизация когда-нибудь бывала во время номера или нет? Нет, когда только мы репетируем, у нас есть импровизация, а на сцене, чтобы импровизировали, нет, потому что, как правило, крючочки же, мы говорим фразу, за ней цепляется, говоришь фразу, за ней цепляется. Если ты на сцене что-то скажешь не так, другой человек просто выпадет, что сейчас, по какому тексту мы идем, по какому план Б, знаешь, синяя лампочка, план Б. Вот, поэтому, как правило, нет. Все обсуждается заранее. А самые приятные, может быть, какие-то съемки помнишь в камере? Самые приятные съемки? Да, они все были приятные. Приятные, наверное, концерты, когда тебе дарят цветы, вот этот какой-то момент, по которому уже это скучаем, приятно, аплодисмент. Да? Ну, конечно, это такая признательность какая-то, да, тебе, благодарность, не знаю. Человек пошел, не только билет купил, еще и цветов купил, тебе не забыл. Вот, у меня было и мне и коньяк дарили, ну, всем там и игрушки, и шоколадки, и конфетки. Вот. Да, были такие моменты. Один такой неожиданный момент у нас был на спектакле, когда Вите Логинову подарили iPhone 11. И мы все... What? Что? Это как? Он такой, типа, не знаю. Я говорю, а наши где? А мы стоим все. В смысле? Говорит, я сам в шоке. Я говорю, ну вообще потом, конечно, подкалывали его с этим. А часто узнают тебя? Ну, когда накрашусь, да. А когда... Да и уже после героя, да, начали узнавать, потому что моя любимая прическа — это тут култышка на голове, потому что ничего делать не надо. Ну, вроде как было когда-то модно, сейчас уже как бы я привыкла, ничего нигде мне, и прям классно. На острове это было мое спасение. И вот меня узнают, наверное, еще и по ней. Вот так вот. А еще когда говорит, а это вы, Надежда Ангарская? Я говорю, нет, да не гоните! Вот так. Да ладно, да ты прям люди. То есть популярность пришла с героем все-таки, да? Ну, больше с героем, да. И я еще сужу по Другая хейтерам. аудитория, может быть, немножко. Ну да, понятно, другой канал, другая аудитория. Жалко, что, конечно, это был не первый канал, потому что хайпанули бы вообще по-черному. А тут, ну и так хорошо. Эти хейтеры у меня появились очень много. Притом а не было такие, до этого? Ну, мало было, как-то их не заметили. А тут прямо это говорят, ну, как бы все, знак успеха, да. Я говорю, ну и хорошо. И они очень воспитанные. Мне очень нравится, что они начинают, типа, здравствуйте, Надежда. Вы, может быть, и вот дальше, да, не буду, я пропускаю этот кусок, что они там пишут, а потом плюнул бы в твою наглую рожу. Конец такой вот, знаешь. Я когда читаю, думаю, как вот люди так вот пишут, вот мне бы так посты научиться писать, знаешь, вот, чтобы вот так вот красиво начинать с «вы», а закончить вот таким Тебе вот обидно? Мне нет. Ну, ты нормально реагируешь. Мне да? просто интересно, вот если он реально меня встретит, ну просто я иду, не знаю, проеду по улице, неважно где, подходит к нему человек, плюет мне в лицо. Можно представить такую ситуацию? Я очень тяжело себе представляю, потому что, как правило, мы на бумаге, ну, я говорю, это вот в тексте, там, где в каком-то, в Инстаграме, в интернете, все такие прям вообще. Я тут царь и бог, сейчас ей напишу какашку. И чё? В жизни ты встреть меня. Я говорю, ну, давай встретимся, поговорим, расскажешь мне, какая я гнилая. Кто-то меня алкашкой называет после последнего героя. Ну, там всякое разное. Кто-то в внешних качествах моих очень сильно недоволен, что у меня лишний вес. А самое обидное, может быть, что вот действительно тебя, может быть, задело? Ну, что-то задело меня, да, про ребенка. Там мне начали писать, что ребенок, когда вышел, даже типа маму там не узнал, не бежал к ней. Видно, что бабушка воспитывает его, знаешь. Это был первый раз в моей жизни, когда я маме оставила Давида на столь длительный период. Были там 3-5 дней, мама с ним даже лежала в больнице. Было дело, потому что у меня был корпоратив, ну а наша работа такая, да, я с ним пробыла в больнице 2 дня и уехала.
Вот еще там 4 дня или 5 дней мама с ним лежала. Я благодарна своей маме. И вообще считаю, что должны быть бабушки рядом у всех мамочек, у которых есть маленькие дети. Да и вообще, в принципе. Родственникам лучше жить где-то рядом, потому что нужна всегда помощь, и не всегда есть деньги на няню. И вот когда я уезжала на Героев, сказала: мам, ну вот смотри, туда 2 дня, обратно 2 дня, там неделю, вот 10 дней, я как бы вернусь, все. А потом как-то заигрались, и у меня было условие в контракте, что мне новости раз в день, одно предложение там из 4, то есть это жестко, мы не знали время, у нас ничего не было, то есть это правда, что мне про ребенка рассказывают. Потому что когда я улетала, там, не знаю, в Австралию, в Америку, всегда все равно есть видеосвязь, и ты можешь позвонить и узнать. Вот, а здесь ты вообще не в курсе ничего. Тем более январь месяц, как бы, да, там вирусы, вот это все, меня это вот больше напрягало. И что мама улетела, и вот как-то так. И так получилось, что я задержалась. 1 раз задержалась, 2, потом, а мне, ну, как бы кто-то там забывал что-то передать, или не писали, не спрашивали. Первая новость мне прилетела через 4 дня, что все, пошел в садик, все хорошо, типа. Потом там еще через 4 дня, что все хорошо. И просто говорили, что, я говорю, вы просто говорите, что все хорошо, ну, или там, они говорят, все хорошо, все. Вот такие были у меня новости. А потом прилетела мама с Давидом, и вот он, когда ко мне не вышел. Дюшка, привет! Как прилетели? Нормально. Это мы своего сыночка. А он вообще такой, вот ты прилетаешь, ты не видел мать там, не знаю, месяц. Ты с ней не общался, она тебе не звонит. То есть я ему говорила, что я улечу работать, и мы с тобой... Я его готовила как бы к этому. Он так смотрел, как бы, ты же мне звонила всегда, тут как бы, да. Вот. И куча людей, и он с бабушкой летит самолетами, и куча самолетов в море, они не спят, им не разрешают ко мне выйти, держат там в лесу, в тропиках. И какие-то люди, что-то происходит, сейчас по очереди выходим. То есть у него вообще в голове что происходит. И когда он меня видит, а он, естественно, ну такой, знаешь... Вот сразу. И не только со мной, в принципе так. А потом, когда в одной и той же обстановке, если мы с ним встречались часто, в садике он ко мне бежит, там на улице встретит, да, а вот здесь-то другая была обстановка. Поэтому я его понимала вообще, что у него происходит в душе, вообще, что ты меня оставила, какого вообще, И когда он приехал ко мне на остров, вот я ему показываю, вот туалет, тут вот мы спим, тут мы готовим, тут мы моем, за этим камнем мы моемся, там, тут он так смотрел на это все, смотрел на руках, и такой говорит: мам, что ты здесь делаешь? И все. У него было дело: зачем ты это делаешь? Почему ты над собой издеваешься? Мухи летали, он убери. Я говорю, нет, они наши соседи, мы к ним уже привыкли. То есть этот комментарий тебя больше всего... Как бы, да, что я не воспитываю ребенка. Но опять же, это... Люди говорят о том, что внутри них. Я понимаю, что, наверное, у нее тоже есть какая-то проблема, или у него столько сидеть в интернете и писать комментариев, как в группе «Последние герои» во ВКонтакте. Это в основном там пишут всякую про меня, очень много гадостей. И при том, что основываясь на внешних, ну, там, жирная, толстая скотина, жиробасина, свинятина отобрала победу у Павлюка. Это поклонники Димки Павлюка. Я говорю, Дима, вот, ну, он не такой человек. Я говорю, Дим, странно, что у тебя такие, конечно, поклонники. Из-за них говорит, ну, как бы да, ну, всякое бывает. Я говорю, ну, конечно, не спорю. Вот. Видишь, я даже легко очень говорю, что про меня пишут, да, потому что меня это никак, не трогает, что ли. Это хорошо. Ну, меня и в детстве не трогало, когда мне говорили какие-то вещи. Просто однажды я одного мальчика ударила очень сильно. Он был 6 класса или 7. Случайно получилось. Я была в 3. И они пришли к нам в началку задирать нас. И вот он что-то там ногу задрал, а не думал, что у меня растяжка получше. Я ему как по ноге дала, и он просто упал и головой ударился о пол. А я стою, смотрю, у меня внутри было: умер, дышит. Я пошла. Я вот так вот зашла в класс, села, сижу, думаю, боже, если сейчас... Ну, это же больно, прям сильно ударился башкой. К нам больше никто не приходил, ко мне в частности. Никто, и все, меня обходили стороной. Потому что знали, видать, что это удача на моей стороне. Вот. И, обзывали, ну и ладно. Ну, как-то. Мне мама даже сказала, обзывать, значит, нравишься. А я с этой мыслью прекрасно жила вообще всю школу. А потом мне сказали, там, обзывались в основном пацаны же. Тоже было обидное у меня к ним предложение. Я говорила, это предложение золотое, ко мне тоже никто не лез. Не буду говорить какой-то. Мы начали говорить про последнего героя.
Да, как ты вообще согласилась? Легко. Легко и непринужденно. С радостью, с великой. То есть тебе позвонили, Надежда, вот есть такое предложение. Да, я за год до этого мы отмечали день рождения Наташи Медведевой. Она только там вот, буквально недавно вернулась с «Последнего героя». Думаю, блин, как круто, я бы тоже хотела, так прикольно. А мне в сентябре позвонили и спросили. Я говорю, я согласна, да, гипотетически, вы согласны? Говорю, да, я согласна. Я начинаю решать вопрос, как с Давидом быть. Мне мама говорит, да зачем тебе лететь, лучше побудь с ребенком. Это была ее первая фраза. Ой, Надя, как далеко, ты что, с ума сошла? И третий говорит, ладно, все нормально, лети там на 10 дней, ничего, потерпим, типа того, что. И вот почему пришлось. 10 дней-то? Не знаю, у меня какое-то было такое ощущение, 10 дней, вот я полечу, я думала как, неделя, 2, все. А потом что-то вот как-то пошло, первый был Эрик, наверное, Давидыч, что он мне сказал, ты для меня последний герой. А в какой момент он тебе это сказал? А вот ему как раз было плохо вот это вот. Я понимаю его, жару сложно переносить, и климат другой, и вода другая, и еды нет, той, которая нужна бы, да. И много очень решений каких-то вот. И что-то какие-то у него были доводы, а я начала смеяться. Я говорю, с ума сошел. Но мы с ним так сошлись, он, конечно, мы с ним немножко как-то по-другому, наверное, общаемся. И многие его видят, когда с экрана. То есть мой плюс в чем? Потому что я их никого не знала. Я не знала, кто такой Эрик Давидович. Я к нему относилась просто как к мужику. Вот моего возраста мужик. Такой разговорчивый, общительный. Для меня это было так. И слава богу. Потому что если бы я знала, кто он, у меня бы, скорее всего, был блок какой-то перед ним. Я не знала, кто такой Птаха. Я никогда не слушала рэп в своем детстве и, там, не знаю, в юности. Вот, тоже не знала. С кем у него там терки и вообще кто он и что он тоже. Для меня просто был человек. И, конечно, вначале я, когда на него смотрела, у меня не было к нему ни симпатии, ни эмпатии, вообще ничего. Я просто смотрела и думала, блин, чувак, ты меня так бесишь, реально. Ты знаешь, что я с таким в школе делала? Я просто сидела. А чем он тебя бесил-то? Вот если смотришь, мне кажется, он такой, адекватный вроде, нет? Ты вообще смотрела? Я смотрела. Первую серию мы пропустили, потому что были на Филиппинах. Чем он меня бесил? Первое, чем он меня начал выбешивать. Эрик сказал, сделал. Плюнул, пошел, сказал, идите вы все там, да, я камеру разбил. Я пошел, он ушел. Я вернусь, он вернулся, я вам привезу еды, он привез еду, да. Что сделал Птаха? Я пошел, все, да. Мне же Эрик тоже говорит, поехали, Надюха, домой, все, хватит здесь быть. Я говорю, Эрик, я не поеду. Это было прям в эфире. Он такой, и фиг с тобой. Я говорю, все, я остаюсь. А уже в тот момент я знала, что против меня хотят голосовать, и меня хотят выкинуть. И об этом мне сказал Эрик. И он мне сказал тогда, не получится. Нет. Я говорю, да ладно, что будет, то будет. Я не собираюсь никого переубеждать, бороться прям сильно. Я просто играю в эту игру. Это игра для меня. Если команда посчитает, что я не нужна, я это приму и уйду. Я не собираюсь говорить, нет, я очень хочу стать последним героем и убиваться здесь. У меня не было такой цели. И Елена Проклова мне сказала, что я вижу, что ты последний герой. И тогда у меня мурашки аж пошли. Я говорю, Лена, говорит, как-то мы с ней заобщались, с ней было так приятно разговаривать о том, что она такая великая вообще актриса, и я с ней здесь в море стою, купальник стираю. Понимаешь, стираются грани вообще. То есть люди, когда нас видят в телевизоре и в жизни, они вообще не представляют, что я могу ходить в обыкновенный магазин и пить квас, который любят пить они, например, да, и делать салат со сметаной, с такой же, которую они едят. То есть для меня, они думают, что мы какие-то, наверное, другие, из другого мира, с другого, я не знаю, с чего. Я говорю, ребята, я в плацкартных вагонах 3 месяца объездила по Якутии, не только по Якутии, по всей стране, по нашей, да, с вахтовиками вонючими, которые носки не складывали, а вставили их просто. Поэтому я в жизни видела много чего. Когда ты подъезжаешь к Нерингре, у тебя этот ледник на окне, он просто увеличивается. И ты понимаешь, что сколько так, таксимо проехали, осталось полтора суток, уже будет Нерингре. Поэтому меня ничем не удивить. И, соответственно, меня Птаха сильно просто выбешивал, потому что он говорил и не делал. Либо говорил просто нес какую-то пургу, несет. Когда он мне сказал, что он вообще, в принципе, людей никого не уважает, и баб не считает вообще за баб, он любит только свою жену и маму. Мне в этот момент вообще хотелось просто подойти и ударить. Ты так считаешь? Да считай, ради бога, ты зачем мне об этом говоришь? Если я тебя не уважаю, я не буду либо с тобой общаться, жить в обычной жизни, не буду все, сотру контакты, я не буду с тобой общаться. Но говорить зачем об этом человеку? Ты что хочешь? Это провокация.
Поэтому я сидела и я держала себя в руках. Я слушай, реально, у меня то- был такой момент, его не показали. Это было в самом начале, когда он меня выбесил просто. Просто. Он мне сказал: Ангарская, если это покажут по телевизору, тебя идти на эту... Я говорю, что ты сделаешь? Потому что у нас сняла камера прямо в этот момент, и это был очень жесткий момент. На матах что-то было? Нет, не на матах. Это просто такой эмоциональное было у меня потрясение. Когда мы проиграли свинью, вот эту свинью кусать, мы проиграли. Понятно, вы хотите жрать, ребята. Ну что там, они начали на девок, на меня наезжать, короче, орать прям вообще. Я стояла, так смотрела. И вот больше всех пылил Птаха. Орал. И вот это стыдно. Я говорю, слушай, не заткнешь, я тебе сейчас всеку, ты меня понял? Мне прям... Тут камера нас снимает. Так отвернулась. Да, был такой момент. Но потом мы с Птахой, я ему сказала, говорю, Птах, ты не тот, за кого ты себя выдаешь. В душе милый, хороший человек, добрый, заботливый. Вот он мне сказал, никогда так не говори, поэтому я мою камеру заявляю, что Птаха, может так говорить, не знаю, мудак. Он мне так попросил говорить. Зачем тогда идти на проект, если ты не хочешь выиграть, по сути, да? Я шла на проект, я сказала, я хочу побороть себя, я хочу узнать, на что я способна, я хочу во многом разобраться. Для меня это было обнуление, наверное, это был первый пункт, потому что мы с Медведем об этом говорили, что ты начинаешь думать о чем-то другом, у тебя какие-то, через себя что-то другое пропускать. Что и случилось со мной. Второе было вот испытать себя, на что я способна в таких условиях, вообще, что со мной будет происходить. И я поняла, что я стрессоустойчивый человек. Я морально была готова ко многим вообще вещам, что всю жизнь я себя занималась спортом и ограничивала себя в еде периодически, поэтому для меня это было легко. Но вообще мы ржали, что я родилась, чтобы участвовать в «Последнем герое», потому что родилась я 4800, 4750, как бы уже с запасом, и поэтому говорю, если вы там все детях сидели, вы, конечно, через месяц все ребята это, а я тут еще просижу без воды и еды, например. Ну, мы смеялись, конечно. И поэтому с Настей тоже такая история. Ну вот она пришла, ну вот ее сразу наклюнь. Ты знаешь, мне сразу показалось, что она вообще не для этого проекта. То есть зачем... Может быть, была ошибка, да, какая-то продюсеров, да, там кастинг-директора, не знаю. Но она пришла. Ты ничего с этим сделать не сможешь. Так же, как тебе сказали, ты летишь на Филиппины, на остров. Ты не выбирал лететь на Филиппины или на Мальдивы, или там, не знаю, Доминикану. Сказали тебе. И тебе сказали остров. Тебе не сказали, ты не выбрал, я хочу Навальный, мне не нравится вот этот вот круглый. Ну нет же, да, тебя на какой-то остров привезли и все, выбирай, потому что ты выживать приехал, но ты участвуешь в реалити-шоу, это надо понимать. Либо ты идешь через себя, переступаешь, либо ты, не переступаешь через себя. Но были такие моменты, когда вот, особенно в вашей команде, когда люди пытались менять правила под себя. Конечно, да, это же показывали все, да, все это было. Знаешь, то есть они не совсем понимали, куда приехали, получается. Ну, может быть, что-то недорассказали, может быть, что-то недослышали, и что-то не хотели услышать. Вот. Один момент, когда Эрик привез нам еду, это не был там 3 мешка картошки, там, да, корову нам не привез, то есть он привез корзину, реально корзину, вот, в которой был там завтрак, какие-то фрукты. Да, это был на тот момент, конечно, подарок судьбы, то есть мы все были голодные, все, но я помню, что и есть не могу это, потому что это, некрасиво по отношению вообще, ко всему, что здесь происходит, изначально все, к проекту. И не поесть не могу, потому что это Эрик привез. Он от чистого сердца привез, не чтобы там показаться кому-то или что-то еще. Не зная английского языка, не зная филиппинского языка, как он нашел этот остров на карте, как он нашел эту лодку, где он утром нашел, вообще как он все это сделал, это прям целая была какая-то операция. Он это сделал. Он сказал, он сделал. Вот, вот этот момент, что я говорю, и поесть не могла вроде, да, и не могла не поесть. Вот, был такой двойной. И когда Эрик ушел, я ему сказала, что ты меня, конечно, бросаешь здесь, ты меня жестко кидаешь. Он говорит, все будет нормально. Вот, и я сидела, смотрела на все это, думаю, интересно, чем это закончится. Потому что знала, что я следующая на вылет. Когда ты поняла, что можешь выиграть? Вот в какой момент? Пришло осознание, может быть, или включился новый азарт? Слушай, мне так потихоньку, если честно, все ходили и подшептывали. В плане того, что Хапугина Антах, когда уходила. Я когда, кстати, снимала клип на свою песню «Последний герой», у меня там очень четко все прописано. Первая смс-ка мне пришла от Лены Прокловой. Вот, никто не обращает внимания на мелочи. Там было написано «Беги». Это Лена Проклова, которая первая мне сказала. Потом был Эрик Давидович, который мне сказал второй. Который меня довез, помог мне найти того последнего, за кем я бежала в клипе. А потом был
я говорю о тех, кто явно это делал, это был Миша Еремеев, который дал мне воды, и он меня с того момента, как мы объединились, стали племенем героев, он сделал все, чтобы я не то что в себя поверила, там, как последнего героя, чтобы я себя переоценила как женщина. Я про нас пишу, что у нас там роман с ним, там, да, мы говорим, давай мульку такую закинем, что у нас роман. Представляешь, как много будут говорить о нас. Вот. А потом была Хапугина Наташа, которая тоже мне все, я упала, ну там я сижу, мне тяжело, звонит мне Хапугина и что-то говорит, да, ну как бы по клипу мы думали, что она там, ну как я считаю, там типа не останавливайся, давай за всех за баб. Она мне так и сказала. Перед голосованием я ей сказала, что Натаха, ситуация такая, что кто-то из нас уйдет. Из девчонок. Они так решили, пацаны так решили. Я никогда никого не переубеждала. Я никогда никого не переубеждала там. Я просто говорила свою позицию, я буду так делать. Один раз мы когда сговорились против Димы, это было наше общее решение с девочкой, у нас было 3. Я просто сказала, я буду так делать. Все, конечно, поняли, что с Димой бороться бесполезно. И ребята это потом поняли. Сразу же поняли, после того, как все случилось, но было как бы уже поздно. Димка не ушел, да и слава богу. Потому что да, он был достоин, и он хороший пацан, у него есть свой набор и отрицательных качеств, как у каждого любого человека. Вот. Но Натаха мне тогда сказала, Ангарская, стань последним героем ради всех, ради нас, ради баб. Потому что, она мне что сказала? Потому что они считают, что мы не можем. Покажи им всем. Со слезами на глазах, знаешь, что она сегодня уйдет. А я смеялась, я говорю, Наташа, ты с ума сошла? Я говорю, я, конечно, постараюсь. Ну, мы же все ржали там с ней. Я говорю, ну, не факт. И вот когда она ушла, я возвращаюсь на берег, 3 мужика и я. И я прям говорю, о, ребята, как мне повезло. И вот теперь как бы, добрый вечер. Вот. Я только тогда поняла, что, я там среди мужиков одна. И тогда появилось какое-то это, да? Нет, у меня не было никогда такого. И поэтому у меня эмоции были, я была просто в шоке. Да, я не верила, я до сих пор не верю. Я думаю, я посмотрю в финал, я все пойму, все, я поверю. Ага, я прошел финал, и что-то как-то не особо верится мне до сих пор. Ну, вот не знаю. Может быть, когда мне отдадут приз, я пойму, что да, наверное, последний герой. Но когда мне говорят, я вообще не знаю, что происходило. У меня реально был какой-то... Это было... Я не знаю, что это было. Просто откуда взялись силы? Почему я не сдалась? Как я это собрала? А были моменты, когда ты прямо хотела сдаться? У меня был момент, у нас было 4 человека, вот когда мы остались вчетвером, и вот эти вот система координат, когда мы рыли, это так было тяжело, ребята. Это просто... А у меня еще ногти отросли к тому моменту. Хорошо, как бы мне пишут там, ха-ха, у нее там маникюр, шелак. Конечно, я сделала его бежевого цвета. В общем, что я сделала? Я сделала себе татуаж бровей и покрасила брови, зная, что они выгорят. Просто лайфхак Надежды Ангарской. Я сделала себе татуаж губ, потому что я знала, что не буду, а камера меня будет снимать, ну что это будет вообще, да? Я нарастила себе ресницы в своем салоне, зная, что они классно делают, и они с ними ничего не будет, ну как минимум там недели 3. Когда они продержались, я еще приехала, в них еще ходила вообще. Ну то есть, и когда мне говорят, ты что, с собой косметику взяла? Нет, ребята, я просто сделала все, как надо женщины делать перед реалити-шоу на островах. Вот это было самое главное. И ногти. Я сделала себе двойное там укрепление какое-то и прям под цвет ногтей сделала лак. И потом, когда они отрастали, казалось, что как бы, ну, конечно, видно, что это Баба Ёшкинский уже, ну, Ёшкин кот уже 39 дней мы здесь, да. Вот, поэтому вот, я как бы все продумала. Продуманка такая. Хорошо наши ноги не показывали, потому что там был трэш, конечно. А так вот нормально. И когда мы копали, вот это вот, я тоже боялась, что я не там уж систему координат поставлю, потому что жара, мы прождали 1,5 часа на жаре. Просто было адско. А я еще тогда не переодевалась. Нет, или я уже переодевалась. Да, я переоделась в кустах. Я же этот костюм, в которых я была в телевизоре. Я ехала, например, в шортах и в майке там, да, какой-то. Потом переодевалась в кустах и в камере была уже... У меня еще Игорь Жук говорил, настоящая актриса. Артистка, настоящая артистка. В концертном выходит, как бы отработала, пошла. Вот, и у меня, да, было такое дело. Птах там затупил на первом, очень много копал не там, и все. А у меня мозг отливал так от головы, что я не могла вообще сообразить, что надо собирать. Вот ты как бы, когда в обычной жизни сидишь, ты спокойно собираешь пазл, там за 30 секунд можешь собрать, да? А тут как бы вообще нет. У тебя ты начинаешь думать, а что он делает, а что он собрал, вот, ну как бы, а что надо собирать, и вообще просто отключаешься.
И я его обгоняю, птаху, буквально там на 20 секунд. Ну, наверное, там он уже дособирал этот пазл. Все, ты в финале, у нас стоит 3 финалистов и птаха, как бы. И когда мы подходим, и этого не было в эфире, я такая смотрю на Яну, и она прощается с птахой, он уходит, и я стою, смотрю на Игоря и смотрю на Диму. И понимаю, что как бы мои шансы равны 0. Что ты здесь делаешь? Ты с ума сошла? Лучше дай, вот у меня внутри прям, лучше отдай там птахе. Я говорю, Яна, птаха далеко ушел? Она говорит, нет, он еще здесь. Я говорю, он говорит, ты хочешь отдать типа ему свое участие? И я стою, она говорит, Надя, решай быстрее, у тебя есть, ну, типа, у тебя есть время, типа, решай быстрее. И в этот момент я поворачиваюсь на Диму. А Дима, он, ну, поддерживал меня. И у него был такой взгляд, просто он. Я так смотрю на него, а у него такой вопрос всем телом, типа, ты что, с ума сошла? Я поражаюсь, говорю, нет, я остаюсь. Все. И когда мы приехали на остров, Дима говорит, ты что, говорит, ты столько прошла, чтобы птахе отдать участие, говорит, ты сумасшедшая. И вот мы как бы эту тему, он говорит, ты, ну, типа, так не делай. И вот в этом тоже есть свое, ну, школа жизни, что ли, да, познание себя, что мы делаем по жизни. Почему ты, как человек, всю жизнь кому-то говоришь, ему важнее, ему нужнее. Почему? А тебе не важно, тебе не надо? Почему там, ладно, я потом. В смысле я потом? Я сейчас. И знаешь, в тот момент я подумала, наверное, да, уже пора озвучивать свои желания. Да, я хочу. Да, я пойду. Да и пофиг, что будет дальше. Ну вот, ну завтра уйду, послезавтра. Но мы были такие уставшие, мы думали, все, нас завтра всех распустят, герой проголосует, выберут последнего героя, не будет никакого испытания, мы все разойдемся по домам и будем, вот все, летим домой. И когда уходит Дима, и мы остаемся, и нас еще по разным островам, я смотрю на Игоря и говорит, Надя, ты как там будешь? Я говорю, я не знаю. Я вообще просто... Для нас наш остров, это было испытание. Ветер с 3 сторон, реально. Крысы, нашествие просто. Потом пришла еще эта ящерица огромная. Потом я там нашла, ну, змеи, ну ладно уже с ними. Там в песок зарывались эти скорпионы маленькие. То есть босиком, я ходила босиком, мне сказали, ни в коем случае нельзя, ты что? И там вот эти вот ракушки. И песок, по которому, знаешь, когда вода его прибивает, то есть ты идешь как по асфальту. А здесь ты просто провалится у тебя нога. Чтобы преодолеть там 100 метров, а у нас там было что преодолевать, это было, конечно, такое тоже испытание. Идешь просто в снегу, в тайге, вот так вот. Ну ничего. Но у меня не было ощущения того, что я должна быть победителем. И я всегда руководствуюсь принципом: надейся на лучшее, ожидай худшего. Как же, ожидаешь худшего. Когда ты смотришь это по телевизору, да, многим кажется, некоторые моменты, они постановочные. Например? Например, тот же Эрик с фруктами, да? Мне тоже писали, что там продумали. Да, слушай, мне пишут, что финал я купила, и что Игорь мне поддался, и что я шестеренки знала, как складывать. Да если бы даже я и знала, как их складывать, ребят, возьмите 15 ступеней, которые весят каждая килограмма по 4-5. Перенесите их по жаре в 36 градусов на солнце, а перед этим покидайте кокос. Я на кокосах хотела сдаться. Я хотела сказать, да все, да что, я никогда в жизни не докину столько кокосов. Ну, просто, я когда увидела, я начала плакать. Я сидела и плакала на берегу, что это что за ужас вообще сейчас мне предстоит. Ну давайте на жердочке постоим. Ну давайте полежим под палящим солнцем, не шевелясь. Я не знаю, что-то сделайте такое, но почему это? Почему это? С моря прыгаешь в воду, еще вытащи. Я помню, как я на банане первый раз плавала. Как меня перевернули в открытом море, потом всем бананом меня вытаскивали из воды, потому что я просто не могла на него залезть. Но это было очень жутко. Я думаю, как я сейчас залезу на горку? Сумасшедшие! Просто. Еще не знаю, какая там глубина. Да, но пошла и сделала. Ну пошла, да, через страхи. Я как бы подтянулась, думаю, так, надо как-то же... Что на тебя камеры смотрят, ну давай уже работай, не знаю. Я гораздо больше кокосов накидала, чем Игорь, кстати, можно посмотреть. У него как-то их меньше количество, и открылось, я бросаю, да что ж такое. А потом говорю, вокруг ты посмотри, у меня живот болел на следующий день, я пресс себе накачала-то. На! Это вообще нелегко. То есть ты будешь в состоянии, когда у тебя не то, что ты думать не можешь, это же специально все сделано. Люди годами придумывают эти испытания. Это на твое...
не то, что даже невнимательность и эрудицию, это на твое человеческое и физическое, на что ты способен. Потому что когда я уже подошла к лестнице, мне вот другой человек, наверное, в тот момент, или я бы даже, не участвуя 39 дней в герое, я бы упала просто. А я понимала, что, надо идти. И я беру эти 3 ступеньки и понимаю, охренеть, какие они тяжелые, просто 3 несу, думаю, нифига, я сейчас буду ходить сколько раз с этими ступеньками. Я подхожу, беру 4, Яна мне кричит, ты что делаешь, типа надорвешься. А для меня главное закросить на плечо. Дальше я 80 килограмм на себе ношу, прикинь. Я беру 5 ступеней, главное вот это вот, знаешь, момент положить, а потом разогнуться. Все, ноги несут. И когда они увидели, что я так делаю, они, конечно, все просто были в шоке. Мне сказали, что вся бригада орала, говорит, там такой ор стоял. Ты не слышала? Я говорю, я вообще ничего не слышала. Я слышала только Яну, которая говорила, что там делает Игорь. И то в какой-то момент я уже была в состоянии, я ходила, у меня из носа текут сопли, простите, вода морская, потому что я с этой штуки, был шторм, очень сильно колыхалась горка, и я не спрыгнула, просто, чуть не упала, да, и не успела там, но все равно уже лучше было, чем первый раз, когда я ныряла в воду, вот, и у меня все просто бежит, и я понимаю, что мне нельзя останавливаться и сморкаться, я просто ходила, брала, и вот так, как мужик пьяный делаю, знаешь, это для меня, думаю, боже, когда это, если вдруг покажут по телевизору, это будет такой позор, то есть это все реально, как мы спали, реально. Как мы ели, реально. У нас, естественно, были медикаменты. У нас был спасатель, который с нами жил на острове. Не с нами, прям с нами, а он жил. У него был туалет, извиняюсь. А у нас был песок и яма. Вот, и лопата, понимаешь, и камни, и море. Тут много вариантов очень. Дома у тебя один вариант, а тут много. Иди куда хочешь. Под пальму, под куст, под кактус. Понимаешь? А вытираться чем? Вытираться водой. Вот сначала все это было, кто-то вообще в воду ходил. Нет, сначала мы вообще не ходили в туалет. Неделю, наверное, потому что, все, перемена климата, в кишечнике просто что происходит, один рис. Понимаешь? Все там, вот так вот. Все. Лично я очень долго не пользовалась ни лопатой, ни чем остальным. У нас была вода морская, и все. Листики какие-то. Банальный вопрос, да, но все-таки что самое было тяжелое в жизни на острове, что ты бы, может быть, зная об этом, даже не поехала бы или бы отговорила кого-то? Нет, я все знала. Я все знала и ко всему была готова. Не было таких моментов, которых я не знала. У меня не было. То есть для тебя ничего не смутило? Жара. Я помню электрички, сейчас скажу, электрички Александров-Москва на Ярославский вокзал прибывали. Это гораздо хуже испытание, чем ожидать съемок под палящим солнцем на Филиппинах в черном костюме, поверьте мне. Там ни ветерка, ничего нет. Слышите, ветерок обдувает. Хоть какой, там же везде вода. Вот. Поэтому я думаю, что это наше советское прошлое, детское мое, я очень много закалилась. А ям дорога чего стоила? Сейчас на ней асфальт есть, а раньше-то 24 часа на Икарусе, без этого кондиционера едешь. И как хочешь, дыши, просто дыши, Надя. Ты 24 часа до реки Лена, а потом выходишь, у тебя волосы так вот стоят, там еще такие длинная коса, у меня была такие толстые волосы, хорошие прям. И стоишь и ждешь паром, потом на пароме. Столько испытаний мы в Якутии, мне кажется, прошли, а в тайгу пойдешь голубику собирать. Приятно же, да, комары, на тебе! Все. И ты и либо терпишь, либо голубики не поешь. Мошкара в глаз летает, глаз вот такой, Господи помилуй. Что, не так, что ли? Так. Поэтому у меня не было, я не принцесса, я не родилась в каком-то сказочном замке, в котором не было змей. У нас не было змей в Якутии, у нас были ящерицы маленькие. У нас зато стригуны были, да, которые бесили всех всю жизнь. Что у нас еще там было? Медведи уже попозже пришли, пожары когда начались. Бурундуки, лоси, олени. Мы же все это видели в тайге. Нет, что ли? А реки ледяные, которые наши. Что там. Что там. Я говорю, вы попробуйте выжить в тайге. Это другой, знаете, вопрос. На Филиппинах лег на песке, и спишь. Но первое правило выживания в тропиках – это сделать себе ночлежку над землей. Я говорю, мы нарушаем все законы выживания в джунглях. То, что мы сделали под камнем, на песке. Вообще класс, просто. Слушай, а было соперничество вообще? Ты так рассказываешь, что все вроде поддерживали друг друга, там уж такие мимимишные. Да, так самое удивительное было, что у нас, лично у меня, да, сложилось впечатление, что мы все остались друзьями и ушли, и мы все дружим,
Потому что прошлый сезон, который был на ТВ-3, актеры-экстрасенсы, у них была группа экстрасенсов, группа актеров, и они как-то между собой не общались. У нас как-то не было этой грани, ты звезда, телезритель. То есть мы как-то и вот начали общаться все. Знали, что приз будет квартира? Нам сказали на каком-то из испытаний. Может быть, на втором, на третьем, но вначале сказали, да. Сказали, что квартира в Москве, мы посмеялись, потому что квартира в Москве — это такое эфемерное понятие. Да, понимаем мы все. А ты знаешь уже, как это, нормальная хоть квартира, это представь? А нормальная это какая? Ну, не знаю, в твоем понимании, там, ты же говоришь эфемерная, это новая Москва, там, я не знаю, это ближе к Калужской области или все-таки... Или это в пределах МКАД, там, или что? Ну, это в пределах МКАД, да. Ну, в общем, ничего. Скорее всего, это будет однокомнатная квартира. Еще там ничего? Я не знаю, я жду. Мы в ожидании, в режиме ожидания. Ну, в общем, такой позитивный получился у тебя опыт, да, получается, с последним героем. С этим героем. И я еще что хотел спросить, ты когда смотрела, да, по телевизору, и когда там живешь, все-таки у тебя что-то поменялось, может быть, по отношению к людям, к другим, или вот по отношению к этому конкурсу? Да я даже не знаю. Ну, я смотрела и думаю, боже мой, я была права. В каких-то вещах там сразу была права. В каких-то вещах я была не права, а мне казалось, что я права, да. Но я сразу там принимала какое-то решение. Даже у меня были моменты, конечно, это были с сарказмом сказанные слова, иногда даже, но все-таки, вот глядя на проект, уже после проекта, мне не стыдно ни за одно свое действие, которое я там сделала. Короче, я единственное, что поняла, нельзя останавливаться. Вот я уже 5 лет я занимаюсь сольным творчеством. Кто-нибудь об этом знает? Очень мало людей об этом знает. Меня зовут на корпоративы, мы стоим недорого. Я приезжаю, мы работаем. Чем больше состав, тем дороже. Чем больше времени, тем дальше, тем дороже. Да? Но я не играю на радио, меня не ротируют там радиостанции, телеканалы. Меня больше знают как Comedy Woman. Ну да, сейчас, может, последний герой. Но я знаю одно, что нельзя останавливаться. И когда-нибудь это выстрелит. Только упорный труд тебя приведет к чему-то. А если ты не будешь ничего делать, и это еще ни к чему не приведет, то, зачем? Тогда не стоит ничего не начинать. Это первое. А второе, даже если ты делаешь и ни к чему не приведет, ты хотя бы попробовал. У тебя была мечта и желание, и ты хотя бы попробовал. Вообще, мне интересно, ты себя кем все-таки считаешь? Певицей или актрисой? Певицей. И артисткой. Актриса — это уже такое, наверное, больше сопутствующее. Да? Я и в КВН попала благодаря пению, и деньги заработала на первую квартиру благодаря пению. Ну и в принципе, вот сейчас уже непонятно там, то есть я уже какой-то такой немножко народный герой стала после последнего героя. Очень многие мне пишут, очень много девочек, не девочек, девушек, женщин мне пишут, которые тоже там развелись с мужем, там какие-то беды, переживания, мысли, тараканы в голове, запутались, не могут, опустили руки. Вот. Я в каком-то смысле такой... Я с ними разговариваю, подбадриваю их, там, отвечаю им на сообщения. Но могу сказать, что, наверное, очень многие женщины во мне увидели себя. В какой-то момент ты просто перестаешь бороться и опускаешь руки. И кто-то другой на тебя наступая, прям на голову тебя в грязь, доходит до этой двери. А я была, когда в Соловушке еще в школе училась, музыкальная школа Соловушка, Петр Николаевич Воронов, он был директором и руководителем старшего концертного хора. Он мне сказал, таких как ты будет миллион, но дверь будет только одна. И вот смотря как ты, он мне прям показал, говорит, так вот, смотря как ты будешь локтями пользоваться, вот так далеко ты дойдешь. Я всегда представляла, что я всех распинываю, я захожу в эту дверь. Я не знаю, что там было, но у меня было желание дикое туда попасть. Вот он мне так сказал, что он имел в виду, да? Потому что он мне вообще пророчил Большой театр, что я буду оперной певицей, я должна закончить Московскую консерваторию, что у меня хорошие данные. Я поздно пошла в музыкальную школу, но у меня все получится, знаешь, вот такая вот вся... Но в какой-то момент я же тоже в каком-то смысле, хоть я и стрелец, но в каком-то смысле овен. Я очень упертая. И я поняла, что не хочу я оперу петь. Я хочу петь эстраду, хотя для эстрады я вообще не подходила. Внешность моя вообще не эстрадная. Вот. И очень было много «но». И когда в ресторан меня взяли, и когда все было в «но», но получилось, как получилось.
Наша команда была высшей лиги. Команда сборной Якутии. Это... И сейчас, когда я вот... Про КВН обидно, конечно. Очень. Печально. Да. Ну, слушай, сейчас ты будешь, наверное, заниматься сольным творчеством, да, каким-то музыкальным, наверное. Вот в этом направлении нужно двигаться. Я, знаешь, что скажу? Тебе скажу. Творчество это что? Это то, во что ты несешь деньги, в любом случае, хочешь ты этого или нет, свое время, свое сердце, душу, опыт, навыки, это твое хобби, все что угодно, это творчество. Для него нужны деньги. Поэтому зарабатывать я буду в совершенно другой сфере, а в творчестве я буду все жить, да, петь. И пусть это пока что не звучит на радио, но я уверена, что мы пробьем эту стену. Мы — это моя команда. Все, кстати, очень много у меня с Якутии, вокруг меня людей. Вот, потому что мечты должны сбываться. Иначе зачем мечтать? Я мечтала с детства, я себя еще представляла в актовом зале 24-й школе своей, что я иду, пою песню там Наташи Королевой. У меня даже магнитофона не было. Я у дяди в машине слушала ее кассеты. Вот. Сколько времени прошло, да? У меня были пластинки Высоцкого. Вот, поэтому, да, это будут песни, даст Бог, пандемия закончится, у нас начнутся спектакли. Я решила, что я останусь только в одном спектакле, мне безумно нравится «Хитрец по найму». Может быть, когда-нибудь решимся и прилетим в Якутию с гастролями, ну, если нас позовут. Вот, потому что это очень смешной спектакль, очень сильный актерский состав, хороший смысл в нем, юмора очень много, ну, прям... Хорошая такая постановка. Вот, поэтому, наверное, я останусь, ну, скорее всего, останусь в спектакле, в своей сольной деятельности. Буду вести мероприятия, когда меня позовут. Вот, и работать. Наверное, так. И даст Бог, выйду замуж, еще рожу. Ну, новых тебе побед. Спасибо. Все.